До старта первых всемирных игр национальных видов единоборств осталось всего 5 дней. В Чебоксарах более 2000 представителей из 25 стран мира разыграют награды в 7 видах спорта и 6 видах единоборств. Среди них и чувашская национальная борьба кирежу. Тренировки перешли на усиленный режим. На одной из них побывала наша съемочная группа. Анна Центовская подробнее. 19-летняя Лия Семенова уже 15 лет занимается дзюдо. С кирежу она познакомилась примерно год назад. Борьба в таком плотном стиле ей пришлась по душе. Правда, в соревнованиях поучаствовать еще не удалось ни разу. Раньше девушек до них не допускали. Так что всемирные игры станут первой возможностью для Лии показать свои силы. Ну, волнения нету, а вот ответственность, она всегда лежит на наших плечах, потому что мы будем представлять свою республику, страну, и оплошать нельзя. Это немножечко своеобразно, потому что здесь нельзя отпустить пояс при броске, то есть за это сразу наказывают, и есть изящность своих бросков. Каждый из борцов – спортсмен с многолетним опытом. Участники всемирных игр в основном занимаются дзюдо, вольной борьбой, самбо. Так что перестроиться на кирежу для них оказалось не так сложно. Сейчас тренировки у борцов ежедневные. Иногда совместные, иногда индивидуальные. У нас на самбо тоже можно брать пояса, и я всегда любил плотную борьбу. Как раз мне подходит, поэтому я и согласился побороться. На соревнованиях я борюсь до 82 килограмм, а мой вес личный 90. Чтобы попасть в эту весовую категорию, я сбрасываю 8 килограмм. Чуть-чуть соблюдая диету, тренировки интенсивнее стали. Самочувствие хорошее, осталось 3 килограмма сбросить. Борьба на поясах присутствует у многих народов. Чувашская кирежу отличает возможность активно работать ногами, ставить подножки и зацепы. Готовность у них очень хорошая. Мы отобрали самых сильных представителей данных дисциплин для того, чтобы они честь и достоинство Чувашской республики представили на всемирных играх национальных единоборств. Всемирные игры пройдут в Ледовом дворце Чебоксары-Арена с 4 по 8 октября. В завершающий день состоится поединок за титул чемпиона мира по шах-боксу. Спортсмен из Турции бросит вызов победителю международного турнира из Москвы Даниилу Соловьеву. Вход для болельщиков будет бесплатный все дни. Анна Центовская, Бахтияр Велиев, Национальное телевидение Чувашия.